Какой эффект на экономику России окажут новые санкции Запада? Оказалась ли экономика нашей страны готова ответить на них? Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения вместе с Сергеем Семеновым, политологом и кандидатом философских наук. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Итак, каков ваш ответ по поводу состояния экономики России и ответ на санкции Запада? Состояние экономики России, конечно, мы все увидим в процессе прежде всего. Но, во-первых, я могу сказать, что, конечно, мы готовились. Санкции уже идут с 2014 года. А вообще, жизнь санкций такая. Я вспоминаю, мы в 2015 году проводили в Уфе конгресс российский, философский. И почетным гостем его был профессор, посол Ирана. Санаев, доктор Санаев. Он сказал, что вам предстоит учиться. Как это жить, то мы уже живем сколько лет под санкциями. А вообще-то Советский Союз всю жизнь был под санкциями, очень много чего запрещали, без такого огласки, как теперь. Просто сейчас это происходит удивительно широко вещательно, шумно. Век информации, пропагандистский век. Значит, что? Было ясно, что санкции будут, и будут они то нарастать, то ослабевать. Обратите внимание, они как сделаны хитро сейчас. Энергоносители будут покупать, остальное не будут продавать, санкции исключительно в выгоду США. Но, значит, страна готовилась как? Во-первых, мы готовили уже давно, доллары сократили в нашем всем этом запасе страны валютном. Во-вторых, мы налаживали связи с другими регионами, которых, кстати, много. Вы посмотрите в магазинах, посмотрим, как цены, логистика, но уже сейчас то у нас было в свое время. Если кто вспомнит, сейчас мы быстро все забываем. Где-то лет 10 назад очень много было из Западной Европы еще, а сейчас у нас Иран, Египет, Беларусь, Азербайджан. То есть, понимаете, определенная переориентация идет. Есть это возможность. Дальше, что еще? Конечно, импортозамещение. Это очень сложная вещь. Что надо сказать? Мы прежде всего разбираемся с теми ошибками грубыми или как назвать, которые были допущены в 90-е годы по тогдашнего правительства. Прежде всего, известное правительство реформаторов Егора Гайдара. В чем ошибка была? Была взята линия, тогда, я помню прекрасно, когда заявляли, многое не надо самим производить, можно купить это, выгодить. В мире теперь так. Все самостоятельные суверенные страны, естественно, покупают то, что им выгодно. Но они имеют базу в случае чего, чтобы никто им не диктовал свою волю. А здесь было сделаны очень серьезные ошибки. Некоторые вообще идут давно. Тоже мы вспомним, почему у нас, например, военная электроника на высоком уровне. Мы это видим. И космос. А гражданскую мы все берем очень много за рубеж. Никак не можем заместить. Да потому что еще в советские годы при Леониде Ильиче Брежневе сделали такую ошибку, не стали развивать бытовую электронику. Это было такое, многие вещи. Но главное, значит, что сложность какая? Много связей. Конечно, глобализации никто не отменил. Она в мире есть и идет, но возникают разные связи, разные группы стран, которые устанавливают свои контакты. Например, если у нас не получается, хотя, по крайней мере, находит, Южная Корея уже заявила, что гражданская продукция не под санкциями и так далее. Даже Грузия заявила, что они своих виноделов не оставят без куска хлеба. И вроде с Грузией у нас не самые хорошие сейчас, к сожалению, отношения. Все братские страны, братские народы. Но так получилось. Надо было выручать абхазов, осетин, наших тоже братьев. Уже вино будут продавать. В общем, понимаете, все это единый фронт, который, кажется, создается. Он нагнетается, беснование в мире идет. Вообще произошло немного не экономика, но скажу, понимаете, были антиутопии в свое время. Считали, что это о социалистических странах, каких-то этих. Сейчас мы видим на Западе полная антиутопия, какое-то сумасшествие происходит. Раньше там спорили, в советское время, помню, разные возникали возражения. А сейчас что скажет их официальная власть? Все диким воем бросаются, в том числе и на частных людей, набрасываются и на туристов. Понимаете, одичание. Вообще нам надо, конечно, подумать на будущее, связи строэкономические, что Запад какой-то не тот. Какая-то иная там цивилизация возникла, с которой надо налаживать отношения, но это уже не те, как мы представляли, страны. Какой-то там произошла такая вещь. Так вот, смотрите, мы наладили прежде всего у себя многие производства свои, но некоторые нам придется замещать. Видимо, будем искать, есть, конечно, Китай, мощнейшая страна,
есть еще варианты. Поэтому трудности, несомненно, будут, даже если все у нас готово, переналадить все всегда сложно. Но, во-первых, это, думаю, что мы подготовились, немедленного не произошло. Кто вот помнит, что происходило, знаете, мы, ну я постарше, так, 90-е годы. Вот был шок тогда, как все цены взлетели, ничего того-то нет. Творилось действительно ужасно. Сравните вот 90-е годы и сейчас. 90-е годы был полный шок. И страна была готова к тем событиям, и уровень готовности страны сейчас. Тогда была абсолютно не готова, и главное, были не готовы люди. Из-за этого затянулся кризис. Да, люди ходили как вот какие-то ударенные чем-то, как после удара, шока, действительно. Сейчас. А сейчас уже мы этого все-таки не видим. Мы видим настроение у людей все-таки нормальное, мы ищем, как решить вопросы возникшие, но страна в целом, никакого не произошло на следующий день у нас обвала всех ситуаций. Естественно, трудности возникают, кто-то паникует, но, знаете, на всю жизнь ничем не напасешься, все не снишь, поэтому, если будут сложности, мы будем к ним приспосабливаться, но страна готовилась, это видно, уже это внушает надежду, не неожиданно произошло, потому что назревшие проблемы надо было решать. Это было и в этой ясно. связи вопрос. Да. Вы говорите, что есть сложности, что их уровень достаточно высокий, этих сложностей. Но мы знаем, что Владимир Путин, президент нашей страны, он дал ряд поручений экономического характера. Правительство России приступило к их исполнению. Госдума в ближайшее время планирует рассмотреть эти законопроекты. Как вы оцениваете реакцию федеральных властей? Я думаю, реакция адекватная, подготовлены. Кстати, обратили и региональные власти. Вот недавно Радия Фаритовича выступление. Это следующий вопрос. Понятно. Значит, федеральные власти, я скажу, подготовились. Целый ряд проектов, я думаю, их не вчера придумали. Они были уже готовы, потому что мы по любому поводу, кстати говоря, если бы вдруг разрешилось как-то на Украине по-иному кризис, там его республик Донецких, то был бы другой повод. Обвинили бы нас, что мы не уважаем каких-то права меньшинств, что-то еще делаем, были бы эти санкции. Провокация Это есть. Задача была. Это всегда просто нашелся более, конечно, серьезный повод. Но, значит, смотрите, меры принимаются поддержки населения, поддержки фирм, поддержки тех людей, кто оказался за рубежом, хотя, может, и не рекомендовалось ездить по этим странам, когда мы ожидаем это, но своих людей мы не бросаем. Вот в Крыму, когда произошли события, это мой родной регион, я там очень много бывал и до, и после. Там вот это был популярен лозунг «Своих Россия не бросает». Очень хорошего. Своих мы нигде не бросаем, кто не хочет сам от нас уйти. Поэтому я думаю, что меры принимаются серьезно, мы всех их не знаем, но, еще раз скажу, главное в чем? Что мы этого ожидали, это видно. Проблемы, естественно, будут, но мы к ним готовы, мы их решаем. И я думаю, главной проблемой сейчас, на ближайшее время, будет что? Это прежде всего замена связей. Нам, может быть, давно было пора переориентироваться с слишком сильных связей, выгодное все сохраняя с Западом, на связи с Востоком, который быстро растет, и там мы можем найти альтернативу вполне, так сказать, нам подходящую. Я думаю, нам надо помнить, что мы евразийская страна. Ну и, кстати говоря, в Башкортостане глава республики Ради Хабиров до всех этих событий устанавливал связь и с Белоруссией, и с Казахстаном, Таджикистан. Вот накануне буквально, да, у нас с послом состоялась встреча. Что еще вы можете добавить по реакции на эти события на локальном республиканском уровне? Значит, прежде всего, на нашем уровне, я думаю, адекватно общаются с населением. Все время сообщают, вот что приятно, что был недостаток когда-то раньше у нас, особенно в советское время, не хватало, делалось много, не объясняли людям. Люди неожиданно оказывались в ситуации, не знают, что делает власть, слишком боялись согласовать, заявить. Очень хорошо, что республиканская власть, во-первых, заявила о своих мерах, не ждала, когда из Москвы дадут поручения, а делала то, что и положено, что от нее и Москва ждет, скажем так, федерала. То есть проявляла должное отношение к ситуации, объяснила людям. Приняли меры, у нас давно уже шли вопросы, как поддержать наше производство, какие у нас связи. Мы усиливали связи, когда-то были у нас они при желании, может, легкие, Башкортостан много может иметь связи с Западом, очень много у нас продуктов уникальных. Я в свое время занимался этим. Некоторые продукты, которые только у нас производятся в мире, те же от США у нас покупают, например, содовые некоторые продукты. Но налаживали связи с республиками Центральной Азии, с теми же государствами Востока,
с Белоруссией нам были. То есть ориентация была абсолютно верная, взята на то, как обеспечить стабильность нашего региона, нашей республики в составе России. И очень в духе мы действовали, получилось, федерально. То есть пока мы понимаем ситуацию, идем так, как именно идет и вся страна. Поэтому и хорошо, вот еще раз скажу, что мы объясняем это людям, постоянно рассказываем. Сергей Николаевич, минута буквально остается. Что делать людям сейчас? Ваши рекомендации? Мои рекомендации, специалисты могут рассказывать, что, где, как. Но я думаю, главное не паниковать. Потому что... А как сохранять спокойствие? А как сохранять? Потому что, вообще говоря, то, что мы жили некоторое время спокойно, это очень редко в нашей стране и в нашей истории. У нас всегда были кризисы, всегда были проблемы. Это и при разной власти, это всегда жизнь страны, которая хочет быть самостоятельной, великой евразийской державой, она не может жить вот только для своего удовольствия, потому что если мы все сдадим, все вот это, потом у нас отберут и то, что есть. Понимаете что? Прежде всего надо действовать по ситуации, не надо бросать все, скупать какие-то вещи, еще разумно смотреть, что мы думаем нам нужно, какие-то иметь запасы. То есть я вот что хочу главное сказать, что на всю жизнь ничем не напасешься, на всю жизнь не сделаешь. Ситуация во многом все равно зависит от того, как страна. Вроде бы страна, мы полагаем и уверены, справится. Значит, надо разумно действовать по ситуации, смотреть какие-то конкретные вещи, где куда вложить средства, как, но не паниковать, чтобы не оказалось, что ты с ненужными вещами сидишь, и уже, когда нужно другим воспользоваться, ты ничего не имеешь при себе. Вот я думаю, главное не паниковать, потому что паника вообще никогда ни к чему хорошему не приводит. В целом страна готовилась, будем полагать, что это испытание мы пройдем в конце концов успешно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». И сегодня нашим гостем был политолог, кандидат философских наук Сергей Семенов. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.